Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в программе «Курорту полвека». Объединению пансионатов курорта Пицунда исполнилось 50 лет. Ремонт дороги, ведущей к храму. В селе Каман в рамках инвестпрограммы будет проложен асфальт. Итоги диалога красок. Завершился второй абхазо-российский арт-пленэр. Исполнилось 50 лет со дня образования объединения пансионатов курорта Пицунда. В праздничных мероприятиях принял участие президент Рауль Хаджимба. В рамках юбилея в фойе администрации курорта Пицунда был открыт памятник Тамаре Гицба, основоположнику курорта Пицунда. Все подробности у Ирины Аршпа. Маленький уютный курортный городок Пицунда в свое время славился на весь мир. Сюда приезжали поправить здоровье высокопоставленные советские чиновники и даже зарубежные гости. И сегодня, глубокой осенью, на пляжах курорта все еще есть отдыхающие, которые спешат насладиться не по-октябрьски теплым солнцем и ласковым Черным морем. 50 лет назад в Пицунде завершилось грандиозное по тем временам строительство. 7 пансионатов стали принимать своих первых туристов. 3000 человек были расселены здесь же. Они занимались обслуживанием объединения пансионатов. Со временем вокруг курорта выросло небольшое поселение. Сегодня же город Пицунда является одним из красивейших уголков Абхазии, который, как и 50 лет назад, остается излюбленным местом для отдыхающих. Так называемая «Большая абхазская стройка» началась в 1960 году. Результатом проекта союзного масштаба и стало появление курортного объединения Пицунда. Большинство жителей города посвятили курорту всю свою жизнь и до сих пор трудятся здесь. Начала работать в курорте я в 1976 году. Работала я в 5-м корпусе Колхиды. Я почти до сих пор работаю в курорте, уже 41-42 года. Я и до сих пор работаю. В курорте мне не безразличны каждая веточка, потому что я почти выросла здесь в курорте. Вот честно, мне за все душа болит. Как я и старые работники. И большое пожелание всех тех сотрудников, которые создавали курорт, которые открывали курорт, чтобы вернуть ту славу, которая была. Да и сегодня она неплохо звучит, курорт Пицунда, но той славы международного курорта, как это было раньше, хотела себе вернуться к этому. 69 выходцев Пицунды сложили головы за свободу и независимость Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В такой значимый для города день самое главное и первостепенное – отдать дань памяти погибшим героям и поклониться их подвигу. Министр по курортам и туризму Автандилгарский, руководство города, общественность и школьники возложили венки и цветы к мемориалу погибших. В честь 50-летия города-курорта в Пицунде открыли памятник заслуженному инженеру Абхазии Тамаре Гицба, которую пицунцы по праву считают основоположницей города. Тамара Гицба во время возведения пансионатов руководила стройкой. Она пунктуально, честно, открыто она настаивала свою правоту. Она и так руководила, жестко она себя вела. И это и победила. Благодаря ее мы имеем сегодня такие великолепные здания, сооружений курорта Пицунда. Как подчеркивали выступавшие на митинге в честь открытия памятника Тамаре Гицба, мужественность и настойчивость этой женщины, предвидение ею завтрашнего дня на своей земле вызывают восхищение. Смелая и принципиальная она всегда добивалась поставленных целей. Сегодня одна из улиц Пицунды носит ее имя. На здании администрации мемориальная доска в ее честь. И вот теперь ее вклад в рождение сегодняшней Пицунды увековечен памятником, который будет напоминать пицунцам и гостям курорта о скромной, но очень мужественной и талантливой Тамаре Гицба. Человек без позвоночника жить не может. И также не может жить без духовного стержня. Вот тот духовный подвиг, который совершила Тамара Ивановна, она не только учила, посылала там в Одессу, в Петербург молодежь, она следила за каждым, как работает этот человек. И как он, если ошибается, поправляла. И никогда никому не давала в обиду наших молодых абхазцев. Она говорила: жизнь — это стрела, а лук в твоих руках. Если ты стрелу натянешь и в цель, которую ты поставил, попадешь, значит ты молодец. Если промажешь, значит тебе надо заново учиться стрелять в цель.
Более 100 сотрудников и ветеранов от имени Министерства по курортам и туризму были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Праздничные мероприятия были продолжены на центральной набережной города. Здесь в торжественной обстановке был поднят государственный флаг Республики Абхазия. Затем в курортном зале Пицунды состоялось торжественное заседание. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий в приветственном слове поздравил всех с юбилеем, отметив тех, кто сегодня без устали трудится в пансионатах. Как подчеркнул министр, несмотря на все сложности, сегодня курорт развивается. В этом году на улучшение инфраструктуры было дополнительно выделено 50 миллионов рублей. Доход от объединения пансионатов Пицунды в 2016 году вырос со 186 до 400 миллионов рублей. Думаю, что вы пришли с легким сердцем, и потому что руководство и коллектив курорта смогли оправдать то доверие, которое было оказано, и доказали это. С поздравительной речью выступил президент Рауль Хаджимба. Пицунда всегда была и есть визитной карточкой Абхазии. Ее живописный облик, неповторимый ландшафт привлекали внимание миллионов советских и иностранных туристов, отметил президент. Рауль Хаджимба выразил признательность ветеранам строительства курорта за проявленный трудовой героизм и преданность делу, имевшему общенациональную значимость. Президент также подчеркнул, что за 5 десятилетий курорт Пицунда занял лидирующее место в курортной сфере республики, внес весомый вклад в развитие и укрепление экономики государства. Нужно дать должное, что курорт сохранился. Сохранился в основной своей массе коллектив, который сегодня способен сделать многое для того, чтобы этот курорт стал бы совершенно другим. Нельзя не отметить повышение эффективности работы курорта, достигнутой за последние годы во многом благодаря работе нового руководства курорта Пицунда. Грамотный и умелый менеджмент позволил предприятию выйти на прибыль и добиться роста других показателей. Объединение пансионатов курорта Пицунда уверенно занимает лидирующие позиции по продажам туристических путевок в 2017 году. Это хороший результат, но следует непременно двигаться вперед и наращивать обороты. Хотел бы от всей души поздравить вас всех, уважаемые пицунцы, с замечательным праздником и пожелать вам доброго здоровья, благополучия и процветания. Айз хазыгера, еще до снохолоти хипи амш, гуамч агубзерзыге, смазай. Указами президента Рауля Хаджимба за многолетний труд в области строительства и строительной индустрии Валериану Джону присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия». За многолетний труд и вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры Василию Кове присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». В завершении торжественного вечера всем был продемонстрирован документальный фильм об истории возникновения и развития Пицунды. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 27 октября в Сухуми пройдет 8-й Абхазо-Российский деловой форум. Он традиционно будет посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии. В рамках деловой программы форума предполагается проведение 4 круглых столов. Состоится очередное заседание Российско-Абхазского делового совета и биржа деловых контактов для представителей деловых кругов. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, которое пройдет при участии президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Масштабную реставрацию ВДНХ в главном выставочном центре России СМИ уже нарекли не иначе, как «Вторая жизнь». И правда, эту комплексную реконструкцию и восстановление всех 37 исторических павильонов, 15 современных ансамблей и открытие 11 новых музеев иначе назвать нельзя. Капитальный ремонт идет и в павильоне Абхазия. Низфа Аршба продолжит тему. Крупномасштабные реставрационные работы проводятся под девизом «Сегодня стройка, а завтра история». Всем павильонам будет возвращен первозданный вид. К примеру, капители центрального станут, как в 54-м, золотыми. На фасаде реставраторы по сантиметру перекладывают уникальную мозаику главного геральдического украшения здания. А павильон земледелия, который в последние 20 лет медленно разрушался, теперь засияет в новом блеске. По завершении всех работ ВДНХ превратится в грандиозный, самый современный в России
исторический, музейный, образовательный центр. Один из 6 павильонов в главном ансамбле фонтана дружбы народов в центре ВДНХ – павильон «Абхазия». Сейчас в нем проводятся масштабные реставрационные работы. Естественно, все эти работы, все эти планы, они стали реальностью благодаря тем, не побоюсь этого слова, беспрецедентным договоренностям с правительством Москвы, которые мы достигли. А именно, павильон ремонтируется и реставрируется за счет финансовых средств правительства Москвы. Абхазская сторона будет его компенсировать в течение 47 лет. Хочу заметить, что ни единого процента на это начислено не будет. Думаю, что более выгодных и более мягких для нас условий добиться было бы практически невозможно. Павильон «Абхазия» раньше был известен под названием «Химия». И мало кто помнит, что изначально у здания было другое название. Тогда, в далеком 50-м году, среди голубых елей и лип, по проекту известных литовских архитекторов здесь возвели павильон Литовской ССР. Архитектура представляла собой сочетание сталинских и национальных литовских традиций. В отделке интерьеров использовались традиционные декоративные материалы – мореный дуб, керамика, янтарь, цветное стекло. Репортажи НИС Фаршба смотрите сразу после новостей. В рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия несколько месяцев назад начался ремонт дороги, ведущей в одно из самых почитаемых христианами мест в республике – в монастырь Иоанна Златоуста в селе Каман. Учитывая, что в этом направлении всегда очень большой поток как местных, так и приезжих автомобилистов, то ремонтные работы здесь как нельзя кстати. Ни для кого не секрет, что дорога, ведущая в одно из самых святых мест Абхазии, в Каман, в плачевном состоянии. Она не ремонтировалась около 30 лет. Протяженность дороги всего 14 километров, но из-за ям и практически полного отсутствия асфальтированного покрытия проезд по ней занимает слишком много времени для столь небольшого расстояния. В этом году, благодаря российской инвестпрограмме, стал возможен капитальный ремонт дороги. Работы проводит госкомпания «Абхазавтодор». Запланировано 50 миллионов рублей. Значит, 38 с лишним миллионов уходят на ремонт искусственных сооружений. То есть вот мост данный, где мы стоим, отремонтирован. Значит, переброска русла реки и далее трубы. В данный момент мы сейчас находимся в село Гума. Вот этот участок этого моста. Вы видите, мы его привели в порядок, оголовки, парапеты, бордюры, все мы это перила привели в порядок. Вот. Это 7-й километр нашего участка. Пойдем дальше, и там дальше еще увидим, что мы успели сделать. Река Гумиста местами размыла дороги, и строителям пришлось перенаправить русло горной реки. Но, как говорят специалисты, большая часть работы впереди. Сейчас идет лишь стадия подготовки к укладке асфальта. Мы сейчас занимаемся, выравниваем поверхность, балласт засыпаем. После этого засыпаем щебень, укатываем, трамбовки, идут укатка. После этого укладка асфальта. Ну, как по технологии, как положено, мы занимаемся этими делами. Ну, на сегодняшний день мы, правда, немного проложили, метров 300 с чем-то метров. Ну, сейчас, как видите, и тут идет подготовка. Подсыпкой занимаемся и в дальнейшем думаем потихонечку. Настоятель Каманского монастыря святителя Иоанна Златоуста игумен Игнатий говорит о том, что ремонта дороги здесь ждали давно. Ведь добраться до монастыря на легковой машине, особенно зимой, весьма затруднительно. А Каманский монастырь – один из туристических объектов и излюбленное место паломников. Много лет мы молились, чтобы устроилась эта дорога от Сухума до Камана, потому что все-таки Каманы очень известное место на весь мир, и многие люди хотят сюда приехать, но и даже местные люди, которые проживают в Абхазии, многие желали бы приехать сюда, но, к сожалению, сюда на маленьких легковых машинах очень трудно приезжать было. Но сейчас уже Каманы станут доступны для всех людей. Я думаю, что эта дорога привлечет больше
и туристов, и паломников, и много верующих людей, и не только с России, со всех концов мира. Бюджет, выделенный по инвестпрограмме на ремонт данного участка дороги, составляет 110 миллионов рублей, которые будут поэтапно освоены до 2019 года, то есть до полной сдачи в эксплуатацию асфальтированной дороги в Каман. На Алакове, Леонид Либа, Абхазское телевидение. Рица готовится к зиме. Техника подготовлена, условия для сотрудников созданы, ждут гостей. Подробности в материале Ренаты Шакая. Ауатхарский, Рицинский, Кучба-Яштинский, Черкесополянский, Бзыбский. Именно на эти 5 направлений поделен Рицинский реликтовый национальный парк. Заповедная зона, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреация. Лишь в некоторых местах мониторинг без вмешательства. Здесь выделены участки с уникальными объектами живой и неживой природы. Но даже при том, что вся эта территория является заповедной зоной, браконьерство здесь не исключение. Для того, чтобы контролировать все 5 направлений и не допустить незаконную вырубку леса, охоту, лов рыбы, руководство парка на каждом из направлений устанавливает так называемые лесничьи домики. Так заповедная зона будет под охраной круглый год. Мы находимся на Кучба-Яштинском направлении. И вот в каждом лесничестве должен быть вот такой дом-кордон, где лесники должны находиться круглосуточно, круглогодично. Потому что, понимаете, наши инспектора, они следят за безопасностью не только туристов, которые сюда прибывают, но и они следят за безопасностью как животного, так и растительного мира. В данном случае это направление одно из сложных направлений. Здесь могут быть браконьеры, здесь могут елочки вырезаться, здесь может быть другой растительный мир вырезаться. Поэтому они здесь вот в данном случае мы строим этот домик, чтобы они могли, мы сейчас его будем утеплять, крышу новую покрываем, чтобы они здесь находились круглосуточно. На 36-м километре автодороги к озеру Рица в этом году установлена скульптура, символизирующая охрану животного мира. Это работа скульптора Руслана Пандария, и она не единственная в заповеднике. Буквально через месяц зима вступит в свои законные права. На Рице к сезону готовится заранее. В заповеднике есть своя гидроэлектростанция, построенная в 40-х годах прошлого столетия. Но благодаря сотрудникам ГЭС работает круглосуточно, даже при том, что нуждается в капитальном ремонте. Оборудование настолько старое, что его уже невозможно приобрести, только менять. Сейчас на территории ГЭС идет к завершению строительства дома для сотрудников, который оснащен всем необходимым для комфортного проживания, от теплых полов до современной бытовой техники. Строительство нового дома – вынужденная мера. Старый был разрушен в результате камнепада, и людям-сотрудникам ГЭС просто негде было жить. Попала в окончание крыши, пробила ту стенку, перегородку и вот сюда выскочила. Хорошо, что людей не было вот тогда, это самое, так повезло, можно сказать. И мы решили, правда, надо было чуть мы с деньгами связаны, это, конечно, раньше чуть-чуть, если начали бы, мы бы уже заканчивали бы. Мы поздно начали, но я думаю, что успеем. На сегодняшний день практически внутреннюю работу в основном осталось. У нас все материалы готовы. И вот домик мы отошли от этой самой здания, отошли для безопасности. На территории самой смотровой площадки закончилось строительство административного корпуса. В здании будет находиться пункт милиции, медицинский пункт, который здесь необходим. Этим летом за первой медицинской помощью сюда обратились более 3000 человек. Мы убрали все вот эти будочки, все эти вагончики, и вместо этого мы построили настоящее административное здание. Вы видели медпункт, это все необходимое. Там есть, мы часть Минздрава получаем, часть сами покупаем. Милиция теперь ребята могут нести круглый год и круглосуточно. Там и тепло, и свет есть, и могут спокойно нести свою службу. На втором этаже у нас инспектора охраны, там комната отдыха, там у нас и они могут и ночью оставаться, не могут и должны, в принципе, ночью оставаться. И там тепло, уютно, свет и вода, и все необходимые для человека, необходимые сопутствующие вещи.
училище и зал заседания. Вот у нас часто приезжает к нам, как вам сказать, в экспедиции по разным направлениям, на Черкесскую поляну, на Кучба-Яштинское, на Уатхарское. Потом они собираются в этом здании и проводят совещания, обмениваются материалами. В этом году Рицу посетили 370 тысяч человек. Билетов реализовано на 124 миллиона. И тем не менее, прошедший летний сезон для Рицы оказался менее прибыльным, чем предыдущие. Я надеюсь, что все-таки потихоньку эта ситуация будет выравниваться, и люди к нам будут приезжать. Мы ожидаем на ноябрьские праздники, ожидаем на новогодние каникулы. У нас поднималось по 5 тысяч в январе месяце. Вообще-то мы стараемся работать круглый год. И очень интересно, заманчиво Рица и весенние, осенние, зимние периоды. Поэтому мы вот уже сейчас готовим технику, приводим ее в порядок. Рица готова к зиме. Первый снег в горах уже выпал. Популярность Горной Абхазии среди гостей республики возрастает с каждым годом. Постепенно туризм, в том числе и горный, приобретает круглогодичный характер. Заснеженная природа привлекает любителей прекрасных пейзажей, а зимняя Рица – это сказка. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Завершился второй абхазо-российский арт-пленэр «Диалог красок». Сегодня в Центральном выставочном зале состоялась выставка по его итогам. Здесь были выставлены работы известных и начинающих абхазских и российских художников, написанные ими в рамках пленэра. Репортаж Алики Трапш. Совместный абхазо-российский арт-пленэр «Диалог красок» проходит уже второй раз. Народные и заслуженные художники России вместе с абхазскими коллегами в течение 10 дней посещали самые живописные уголки Абхазии, чтобы написать осенние пейзажи. Проведение подобных совместных пленэров станет хорошей традицией и новым шагом к укреплению культурных связей между двумя странами, уверены организаторы. Творчество и наше общение, оно состоялось не только в написании работ, совместной работе, но и в том, что художники с абхазской стороны сделали очень много, чтобы наша делегация познакомилась с работами абхазских художников. Нам делали такие удивительные встречи в творческих мастерских абхазских художников, где мы могли посмотреть просто замечательные творения абхазских художников. В рамках пленэра художники посетили Новоафонский монастырь, Анакапийскую крепость, Рицинский заповедник, Моквский храм, Каманский монастырь, а также город-герой Тпарчал. Все эти живописные места были отражены в работах мастеров кисти. Старинный храм, да, Успения Богородицы X века, это же чудо вообще-то. Потом вдали горы, на них наплывают облака, и они держатся, вот облака не уходят. То есть обычно, если облака, они бегут чередой. А тут они вот как-то висят над горами. А ближе к вечеру они меньше и меньше сокращаются. И когда наступает вечер, они исчезают. Это тоже чудо, в общем. На выставке были представлены уже известные работы художников, а также полотна, написанные в ходе пленэра. Посетители с большим интересом рассматривали более 100 работ абхазских и российских мастеров, и сами художники с большой охотой рассказывали о своих работах. Народный художник России Валерий Полотнов впервые участвовал в арт-пленэре «Диалог красок». Он признается, что природа и гостеприимный народ Абхазии не оставляет никого равнодушным. Хотя мы увидели часть Абхазии, познакомились с небольшим количеством народа замечательного, который живет, что делает, строит, работает на этой земле. Но все равно вот в душе мы выносим самое прекрасное чувство, а это прекрасная земля. Организаторы абхазо-российского арт-пленэра «Диалог красок» планируют и на будущий год организовать подобное мероприятие. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ночью и утром сохранится теплая погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Во второй половине дня временами дождь. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.